Там есть такие эти маленькие эти избушки, домики, где именно вот эти ламы принимают, которые там работают. Мы пошли к этому одному ламе, но у нас ее знакомый оказался. Он нас принял, мы, ну, что хотели, там, в общем, все закончили. И вверх такая тропа идет. И там, что интересно, меня вот это вот поразило. Там по двум бокам, ну, там же камни, там же лес поднимается, когда... Там все камни выложены друг на дружку. Это люди делали, да. И главное, причем просто так лежащие камни, камней там много из меня. А там вплоть до таких камней и до больших камней, вот так вот сложены друг на друга, и такие как пирамидочки. Да. Да? Так интересно вообще. И идем, и там даже русло пересохшего такого ручья или речка была маленькая. И даже там камни лежат, все они складены, причем почти все камни, вот куда не кинешь зону, они все складены. И потом уже, когда выше поднимешься до туда, там, естественно, по дороге все вот эти вот завязочки. Она приворот, давай. И когда поднимаешься, там уже вот около этой инжимы, там так огорожено, естественно, все деревья, которые стоят, они сверху домики, все обвязаны. Там прямо, там, знаешь, синий цвет преобладает такой, и там сплошь и рядом все вокруг. И ты идешь, там, естественно, валуны такие, через них проходишь, как бы тропинки, естественно, по, как говорят, круг, да? Ну, в смысле, не в обратную, по часовой стрелке надо проходить. Прошли, и вот там такая небольшая площадка, и сам большой такой валун, и на нем вот это вот изображение Энжимы. Ну, она, конечно, каждый ее видит по-разному. Там то, что она у нее там беременная, кто-то ее увидел, кто-то ее, ну, в общем, в разных этих, кто как представляет, в общем, фантазирует. А кто из них итальянец? Я пригляделась, у нее там голова, руки, не знаю, руки там были, по-моему, да, и тело, и причем одна нога вот так. Ну, как изображали же раньше вот эти индийские божества, вот эти вот, ножка у нее вот так торчит на большом валуне, и там перед ним вот эти вот, кто-то деньги ложил, но когда мы хотели деньги положить, там сказали, нельзя, не ложите деньги. Женщина сидела, и там мешочек риса у нее был. Немножечко она сидела вот так, разбрасывала. Она говорит, рис надо кидать. У нас не было, мы же не знали, в первый раз. Берите с собой рис. Да, рис надо брать. Это символ плодородия? Ну вот. В общем, мы постояли, естественно, помолились там, и все. А дальше, чуть ниже, когда пройдешь, там такая не беседка, как бы такая стоит специально, и там люди приходят, вот, которые не могут родить. Игрушки? Да, и там игрушки всякие, и Барби, и это все лежит, даже автомобили детские, все вот эти игрушки детские. И тут скамеечка буквально, и там вот эти супружеские пары садятся и, ну, и в общем, молятся, чтобы детей было. И там есть отдельно от нее тоже рядом домик, история этой Энжимы, когда она там проявилась. А кто это вообще? Это рисунок Энжима, ну это воплощение богини какой-то. Да, говорят, мы так слышали, что Энжима это проявилась на камне, когда после Итигелова, говорят, когда подняли вот это нетленное тело Итигелова, а потом после него вот это вот Энжима вышла, сказали. Ну и вот в этот домик мы зашли, там вот фотографии все вот так по кругу, кто там был, и Наговицын, все, и Потапов, известные певцы, и там есть такие столики, на них тетради, отзывы вот эти вот, и все, кто там с благодарностью пишет, кто чего просит, там прям все вплоть и рядом это исписано все с пожеланиями. Благодарности очень много, вплоть даже вот на таких клочках бумаги, которые написаны. Все, спасибо за сына, спасибо за дочь, в общем, все, кто родил, действительно помогает, оказывается. Там даже, несмотря на это, ты там не только буряты, там все вот ходят, оказывается. А кроме детей, в чем еще помогает? Ну, во всем, я так поняла, мы писали пожелания, в общем,
кому что надо. Вот. Смотря от этого, естественно, вот, молится из-за этого приезжает. Чтобы в чем-то помогла, там люди с разными проблемами, конечно.